Получится ли реанимировать легкую атлетику у нас в России? Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю Альберта Газизова. Это куратор легкой атлетики в Республике Башкортостан от Всероссийской легкой атлетики Федерации в нашем регионе. Альберт Ильгизович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот буквально на днях прошел внеочередной президиум Всероссийской Федерации легкой атлетики в Москве. Вы там были. Какие новости? Понятно, что мы знаем какие-то верхи, все поменяли, пришли новые люди. Что вы расскажете из первых уст? Была приостановлена наша аккредитация от Минспорта, значит, это был декабрь месяц, и наши спортсмены не могли не выезжать за рубеж и не выступать на территории России. Но Федерация пятиборья взяла обязанность на себя, и наши соревнования, и наши спортсмены провели ряд удачных стартов. Это «Русская зима», это первенство России среди юниоров, молодежи и юношей. И крайний старт был чемпионат России. После окончания чемпионата России как раз прошел внеочередной наше, скажем, сообщество собралось для того, выбрать нового президента в лице Юрченко Евгения Валерьевича. Я сам лично голосовал за. Этот человек проработал очень много лет в верхних слоях власти. Он имеет большой опыт работы, скажем, с трудовыми коллективами. Он хороший менеджер, я считаю. На сегодняшний день ряд его работает компания АФК-система, которая у нас работала. Я только из этого уже понимаю, что он связан с большими нашими руководителями страны, и я думаю, он будет успешно в этот короткий срок продвинуть нашу легкую атлетику России за рубежом. Все это, конечно, очень хорошо, но понимает ли этот человек в спорте, в легкой атлетике, который сейчас просто погрязла с головой в проблемах международного уровня? Я думаю, совместно с Минспортом во главе с новым министром спорта Матыцынем и президентом Олимпийского комитета Поздняковым, они совместно проведут большую работу за 5-6 месяцев. Они попытаются легкую атлетику восстановить, значит, всемирный World Athletic. Она у нас сегодня по-новому называется. Они сделали все попытки. Я думаю, положительное что-то будет, но к Олимпиаде, я думаю, нас уже не допустят под нашим флагом, под нашим гимном, но нейтральный статус спортсмена наши должны получить. Несмотря на наши санкции, на наши запреты, они должны попасть на Олимпиаду, если она состоится, конечно. Что нужно сделать сейчас новому руководству Федерации легкой атлетики для того, чтобы мы попали на международные соревнования? Ну, первое сделано, первый шаг. Значит, из лица в прошлом, кто принимал участие во главе федерации, президиуме, все лица, все фамилии удалены на сегодняшний день. Пришла новая команда, значит, с президентом Юрченко Евгением Валерьевичем, в том числе 10 человек президиума. Это составляет 11 человек на 5-6 месяцев, которые будут работать. Все люди практически из мира, не из спорта, которые не одна фамилия, которая за рубежом не просвечивается в каких-то махинациях с допингом, с нарушениями, все попытается сегодня восстановить статус легкой атлетики в мировом ранге, скажем так, не замешанных в грязных делах, в то, что произошло уже на сегодняшний день. Что теперь делать для того, чтобы реанимировать королеву спорта? Ну, реанимировать, конечно, не только нужно с Москвы, с Федерации Всероссийской, нужно работать на местах, нужно, конечно же, должна каждая республика, каждый край, каждая область поддержать свои федерации, именно, чтобы тренера, самое главное, чтобы работали, сохранить коллектив, именно трудовой тренерский коллектив. Если тренера будут, значит, у нас край богатый, страна богатая на талантов. Я думаю, мы найдем тех талантов, подберем и восстановим, и их подготовим. Но это будет уже далекий 28-й год. К этому времени мы подготовимся более-менее. На сегодняшний день не надо думать о медалях. Нужно думать о людях, о массовом спорте, о спорте, где тренируются дети. Это дети наше будущее, которые придут к высшим наградам. Но их сегодня нужно воспитать, поднять дух тренерский, чтобы они верили, что у нас будет все хорошо
И самое главное, конечно, создать условия тренировочного процесса для детей, для подростков, вовлечь во спорт. Именно, ну, не только легкая атлетика, другие виды тоже у нас как бы на сегодняшний день есть упадок во всех направлениях. Дети сегодня неохотно идут в спорт, потому что есть масса развлечений. Значит, это интернет, это компьютер, все, скажем так, вот. Тяжело на сегодняшний день вовлечь ребенка в спорт. Тренироваться, конечно, есть уже где. У нас прекрасный стадион открыли мы осенью, да, и получим на него лицензию, на этот стадион. Я думаю, этот стадион начнет работать. Прекрасный Камышлинка у нас. Да, спортивной подготовки, это Камышлинская, 47. Я думаю, это хороший современный стадион, где мы начнем проводить соревнования. Мы уже провели, лично я осенью провел соревнования День первокурсника, прекрасные соревнования были. Значит, планирую провести соревнования на следующий год, взять соревнования и назвать всемирные детские, не всероссийские детские игры, как у нас прошел, все всемирные детские игры прошли, а тут у нас будут всероссийские детские игры, где будут участвовать 4 возраста, это я беру на себя, ежегодно буду проводить. Не могу не вспомнить историю с Данилом Лысенко. Что сейчас у нас в итоге ждет нашего бирского кузнечика? Вернется ли он вообще в спорт, или эта дорога уже закрыта, и ему о карьере можно забыть? Ну, конечно же, после того, как у нас прошла конференция, я подошел к президенту Олимпийского комитета, значит, подошел к новому президенту Федерации легкой атлетики, и мы подняли этот вопрос. Значит, пока дело приостановлено, значит, сейчас идет самое главное восстановление легкой атлетики вообще в целом федерации World Athletics мира, да. Пока Лысенко, значит, ушло в прошлое, пока забыли про него, но дело приостановлено. Из разговоров международных, я недавно ездил на чемпионат Европы по кроссу, значит, который проходил в Лиссабоне, там участвовал как представителем от России. И между кулуарах разговоров, когда разговоры были, значит, разговор шел, что Лысенко могут лишить как бы выступать на соревнованиях на 8 лет. 8 лет? Да, это 8 лет, это 2 срока олимпийских, это как бы человек уже уходит как бы из спорта практически все. И на сегодняшний день ему запрещено появляться на стадионах, выступать на соревнованиях, показывать детям, как нужно тренироваться. Все запрещено человеку, появляться на стадионах пока. Даже у себя в Бирске? Да, у себя в Бирске даже запрещено, да, пока. Ну кто там будет следить? Ну вот понимаете, есть комиссары, которые прошли огромную работу, большую, именно работу в войсковых частях, кто-то в Америке, кто-то в Европе работал. Они сегодня работают комиссарами в спортнаправлении, именно в допинговой системе. Эти комиссары хорошо разбираются. Вот как раз и с липовой справкой эти комиссары очень быстро выявили, взяли телефонный разговор. Все это сейчас доступно, все это как бы разрешается. Вот они выяснили, и как раз крайней каплей, скажем, нашего лишения нашего статуса в Федерации легкой атлетики, это как раз являлось дело Лысенко, что грубейшие нарушения, справку купили где-то по подземном переходе, но это наши как бы руководители, которые не понимают, они думали, что это все пройдет. Это уже как бы нам, как бы спортсменам серьезно занимается. Не только наши спортсмены попадаются на допинг-пробах, и попадаются англичане, попадаются и американцы попадаются, и итальянцы попадаются, те же эфиопцы, кенийцы попадаются. Много сегодня. Как бы, не только мы. Просто удар пал на нас сильный. И мы страдаем, как бы, на нас особое внимание сегодня. Поэтому спорт, конечно, в Башкирии будет развиваться. Я думаю, есть у нас тренерский состав. Есть, которые любят спорт, поэтому мы это поднимем. Конечно. То есть все-таки оптимистичный прогноз? Ну, конечно же, конечно. Вы говорите о том, что самый главный козырь и башкирского спорта, и российского в целом – это люди и тренерские кадры. Вот конечно на них мы и делаем акцент. Все верно? Конечно. Тренера есть на самом деле. Вот я, когда был в Москве, вот сейчас чемпионат России прошел, есть тренера. Но конечно же, тренера уже взрослые, которые передают опыт молодым тренерскому составу, но люди не идут работать, молодые, которые выпускаются, выпускники, не идут работать тренерскую работу, потому что очень маленькая зарплата.
Очень маленькая. Я сам в свободное время тренирую детишек, да, вот я пошел работать в БГПУ, в вечернее время свободное, и ко мне приходят спортсмены, студенты в основном приходят, тренируются, вот. Но даже я не хочу сказать, какая там зарплата. Просто мне это нравится, я хожу, просто не зарплата, а просто хожу. Но на самом деле, есть официальная зарплата, это просто стыдно говорить даже. Там сколько тренер получает зарплату. Ну что с этим делать? Это, что с этим делать? Ну, нужно, конечно же, нужно поднимать зарплату. И довольно-таки серьезно нужно поднимать зарплату. Серьезно. Ну и мы начали с легкой атлетики. Будущее у легкой атлетики есть буквально в двух словах. У нас в России и в целом в мире. Вернемся ли мы в элиту мирового спорта? Но во всех направлениях спорта в мире есть спады, есть подъемы. Даже тот же хоккей взять несколько лет назад. Мировой хоккей тоже уровень очень сильно упал. Там, когда они начали, перевели игры на конец мая, там, чемпионата мира, там, то, что когда уже после зимы уже переходит лето, весна и лето, уже хоккей не интересен, да, но они, менеджеры хорошие, поняли, что нужно вовремя надо проводить это, сразу же, не откладывая там. Сейчас хоккей на подъеме, да. Футболом тоже самое было, спад был, футбол подняли, да. В легкой атлетике тоже так же. Есть она, как бы, спад есть, потом подъем. Я думаю, будет, да, но нужны звезды высокого ранга, такие вот, как Болт и Сейн Болт, такие, да, вот такие ну, личности нужны, которые будут, все держится на именах, на личности, которые, на него приходят люди смотреть, да, вот на этих людей. В 2013 году был чемпионат мира, который проходил в Москве, приходили именно на эти личности, приходили, Муфарат, на Сейн Болт, и вот таких полный стадион у нас были тоже, поэтому... Будут, конечно, будут. Спасибо большое, Альберт Ильгизович. А я напомню, что мы сегодня говорили о будущем легкой атлетики не только у нас в республике, но и в России в целом, и как будет развиваться дальше российская легкая атлетика в мире. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы. До свидания.